Здравствуйте, в эфире телеканала «Милет» информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Библаев. Сегодня в нашем выпуске. В Крыму отдали дань памяти и уважения бессмертному подвигу неизвестного солдата. Благоустройство местной мечети в Бахчисарае. Мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов. Крымчане привезли золото. В Крыму отдали дань памяти и уважения бессмертному подвигу неизвестного солдата. Почтили доблесть российских и советских воинов, погибших в ходе боевых действий на территории страны и за ее пределами, а также тех, чьих имена остались неизвестными. Подробнее расскажет Султания Ситакаева. В Симферополе возложили цветы к вечному огню у мемориала «Могила неизвестного солдата». В церемонии, посвященной Дню неизвестного солдата, приняли участие первые лица республики. Заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ремзи Ильясов напомнил, что в Крыму активно действуют поисковые отряды, усилия которых направлены на то, чтобы вернуть имена погибшим героям. Депутатский корпус, в общем-то, и принял решение, и утвердил даже медаль поисковикам. То есть настолько все это поддерживается и работа проводится, связана с поиском этих погибших, неизвестных солдат, что, в общем-то, этот праздник, День неизвестного солдата в Крыму, на самом деле востребованный, и он отмечается. Для Крыма эта дата имеет особое значение. Во время Великой Отечественной войны советская армия вела ожесточенные бои на территории полуострова. Было много погибших, имена которых стали известны со временем. Однако в земле осталось еще много останков воинов, чьи данные до сих пор устанавливаются поисковыми отрядами. С помощью поисковых отрядов в День неизвестного солдата в Керчи перезахоронили останки советских солдат, павших в ожесточенных боях в 1943 году. Предположительно, это были десантники, сражавшиеся во время Керченской Эльтигенской операции. Из 33 солдат известно имя только одного красноармейца Ивана Брусова, 1909 года рождения. Узнать его имя удалось потому, что при нем обнаружили гильзу, в которой была записка с этими данными. Скажем так, бойцы долго у нас ожидали перезахоронения, потому что была надежда, что сможем установить какое-то имя, найти родственников. Но, к сожалению, удалось установить только одного красноармейца Брусова. Родственников у него не осталось, прошло очень много лет. В любом случае, очень хорошо, что имя солдата установлено. Установлено благодаря записке, которая найдена была в гильзе. Помимо этого стало известно, что солдаты были разных национальностей и вероисповеданий. Поэтому представители религиозных конфессий провели молебен. Имам прочел поминальные суры, а священник заупокойные молитвы. Нашли покой воины Красной Армии неподалеку от места их последнего боя. Султания Ситакаева, телеканал «Милет». Победу на прошедших в воскресенье выборах президента Узбекистана, набрав 88,61% голосов, предсказуемо одержал премьер-министр Шавкат Мирзиёев, в течение 3 последних месяцев занимавший пост временно исполняющего обязанности главы государства. Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой и пожелал ему успехов на высоком государственном посту. В 6-м микрорайоне Бахчисарая ведется благоустройство местной мечети Махмуда Сами. Благодаря материальной помощи региона побратима Республики Татарстан и усилиям местных жителей уже в ближайшее время здесь планируют сделать ремонт внутри здания и во дворе мечети. Место строительства посетил председатель Госкомнадзора Республики Крым Заур Смирнов. Там побывала и наш корреспондент Алимия Койбулаева. На сегодняшний день на территории мечети уже установлен забор, идут работы по разделению террасы на зоны, которые в будущем планируется озеленить. Также здесь будет построен навес, проложат внутренние дорожки, выделят территорию для парковки автомобилей. А еще здесь будет обновлена плитка у входа в молельный дом. Председатель Госкомнадзора Заур Смирнов в свою очередь выразил благодарность за помощь Республике Татарстан и местным жителям. Большой объем работ проводится, конечно, все это украсит сам микрорайон, все это украсит мечеть в первую очередь. И
обеспечит прихожанам мечети здесь собираться в большом количестве, отмечать праздники, проводить намазы. И мы благодарны здесь Республике Татарстан за благотворительную помощь, которая оказывается сегодня, и выделяются средства вот на эти работы. Ну и, конечно, местные жители здесь не остались в стороне. И, конечно, здесь большая заслуга нашего муфтия Эмирали Эфенди, который вот своей активностью, своим авторитетом вот привлекает здесь благотворительные фонды, которые строят вот такие мечети и украшают сегодня Республику Крым. Мечеть Махмуда Сами была построена в 1996 году усилиями и средствами местных жителей. Она вмещает до 200 человек. По словам главы муниципального образования Бахчисарайского района Рифата Дердарова, благотворительное финансирование началось в 2015 году. Тогда на счет было переведено 1 миллион рублей. После было выделено еще 4 миллиона. Вышел на связь со мной вице-премьер Куриевича Республики Татарстан, попросил конкретные счета и в качестве благотворительной помощи отправил нам еще 4 миллиона рублей. Естественно, сразу все ожили. И сегодня мы, находясь на территории мечети, мы видим здесь, насколько все у нас благоустройство идет полным ходом. И видать, что большие изменения есть. Но здесь еще идут пожертвования народа. Некоторые проходят просто день, два, три поработают. Некоторые финансово помогают, потому что территория 2 гектара. Это не шуточно. Ее даже просто оградить сегодня таким кованым забором, это немало денег строить. Практически за работу платит местное население, которое ведет пожертвования, а все деньги спускаются в прямом смысле на покупку строительных материалов. Сейчас территория мечети преобразовалась. Здесь строительные работы ведутся местными жителями. Один из местных жителей, Арсен Усманов, принимает активное участие в обустройстве мечети. Рассказывает, для удобства всех жителей здесь установили ступеньки и пандусы. Также вход в мечеть предусматривается с нескольких сторон. Чтобы было красиво, выработать как вот ближе к старине, как раньше крымские татары строили на территории старого города Бахчисарая. Также, как видно, вот, бутовая кладка из того же камня, который найден здесь же на территории района и города. Вырабатываются, получается, опорные стены и выводятся уровни различные. Потому что раньше было только пригорок, спуск ровный, не совсем было удобно. А в настоящее время уже ступени, террасы, соответственно, будет много озеленения. В настоящий момент утеплили крышу полностью и сделали натяжные потолки по всей мечети. И также обдез хане. Он был в 1996 году построен. И ремонта как такового не было. В настоящее время в этом году сделали и крышу поменяли, и фасады внутри. Строительные работы мечети планируется завершить весной 2017 года, после чего местные жители 5 и 6 микрорайонов Бахчисарая смогут прийти и помолиться в новой мечети. Также в ходе осмотра мечети собравшиеся отметили темп и слаженности работы, что поможет представить мечеть на достойном уровне. Алимия Кайбулаева, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. Участники общественной организации «Автомайдан» приехали к дому главы МВД Украины Арсену Авакову и требовали его отставки. Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что 5 правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны и спецподразделением Национальной полиции КОРД в Киевской области. «Автомайдан» считает, что именно Аваков является ответственным за провал процесса аттестации правоохранителей, в том числе и реформирования национальной полиции и системы МВД в целом. Как в Крыму решается вопрос сохранения здоровья несовершеннолетних? Что делается для детей полуострова, чтобы они оставались здоровыми? Об этом сегодня говорили на научно-практическом семинаре в Медицинской академии имени Георгиевского. Принимали участие в мероприятии не только сотрудники учебного заведения, но и представители Общественной палаты, Комиссии по правам человека и прокуратуры Республики Крым. Детали смотрите в сюжете Нариман Тарсиновой. На полуострове вопрос сохранения здоровья детей остается актуальным. За последние полгода прокуроры республики провели проверки в сфере здравоохранения детей. Не обошлось и без нарушений, в частности, несвоевременный профилактический осмотр, что связано с недостаточным количеством специалистов, и большими очередями в медицинских учреждениях. Проблемы есть и в обеспечении лекарственными препаратами. Кроме этого, несвоевременное выявление болезней. По результатам проверки было внесено представление
в Совет министров Республики Крым. Оно сейчас находится на рассмотрении. Мы надеемся, что по результатам рассмотрения будут устранены те нарушения, которые были указаны в представлении, устранены те пробелы в законодательстве, которые еще до сих пор нормативно-правовые акты не приняты в республике, что может в дальнейшем способствовать, конечно же, улучшению ситуации в сфере охраны здоровья детей. Еще недавно актуальным вопросом оставалась младенческая смертность. Однако процент этой аномалии удалось снизить благодаря созданию перинатальных центров. Теперь для страны главным вопросом является профилактика детской инвалидности, процент которой в стране вырос на 10%. Новый приоритет на сегодняшний день – это вопрос детской инвалидности. Профилактика инвалидности на сегодняшний день становится главной задачей государства. За этот период, который мы делали рывок в плане уменьшения младенческой смертности, у нас выросла детская инвалидность на 10% в стране в целом. Увеличение процента детской инвалидности связано с отсутствием единой системы по реабилитации детей и подростков. Самая главная наша задача – объединить усилия, объединить тех, кто потребляет медицинские услуги, и тех, кто их предоставляет, тех, кто предоставляет медицинскую помощь, оказывает его, и родителей, которые должны услышать, как уберечь своих детей. И поэтому сегодня у нас такой синергетический круглый стол, где представители разных сфер, разных областей деятельности должны собраться ради решения одной проблемы. Наши дети должны быть здоровы. Кроме этого, говорилось и о репродуктивном здоровье несовершеннолетних. Дело в том, что в законодательстве России самостоятельное решение об аборте девушка может принимать с 15 лет. Любые темы, которые касаются здоровья человека, он имеет право решать с 18 лет. Но почему-то вот именно аборт, хотя это очень больная тема для всех, сейчас решается с 15. Нами была выдвинута такая инициатива, поддержана. И дальше мы развиваемся в этом направлении, чтобы все-таки добиться изменений в законодательстве нашем. Мы освещаем ключевые проблемы здоровья несовершеннолетних, охраны здоровья несовершеннолетних и можем похвастаться таким достижением, как двукратная победа на всероссийском конкурсе «Законотворческая инициатива» с работами по защите репродуктивных прав детей. При поддержке Общественной палаты Республики Крым мы вот уже дважды съездили и победили с нашим коллективом. Напомним, 1 декабря президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В своем обращении он особое внимание уделил и здравоохранению. В целом, надо прямо сказать, проблемы в здравоохранении сохраняются в целом. Их еще очень много. И прежде всего они касаются первичного звена. Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание. Граждане зачастую сталкиваются с очередями, с формальным, безразличным отношением к себе. Врачи перегружены, трудно попасть к нужному специалисту. В ноябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела заседание Координационного совета при президенте, на котором предложила с 2017 года объявить десятилетие детства. По ее словам, проект по таким условным названиям мог бы объединить усилия федеральных, региональных властей, институтов гражданского общества. Многие вопросы должны оставаться в центре внимания всего общества. Нариман Тарсинова, Эдем Исмаилов, телеканал Милет. Непогода в Крыму стала причиной ДТП. Ночью на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта в районе Красногвардейского района столкнулись 3 легковых автомобиля – Ауди, Лада Гранта и Таврия Славута. В результате ДТП пострадали 4 человека, 1 погиб. В Советском районе водитель автомобиля ВАЗ, не выбрав безопасную скорость движения при сложных дорожных и погодных условиях, совершил наезд на 4 несовершеннолетних пешеходов. В аварии пострадали 2 12-летних, 11-летний и 10-летние пешеходы. Минувшую неделю в Нью-Йорке была сыграна финальная партия в битве за титул чемпиона мира по шахматам. В упорной борьбе норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу над крымчанином Сергеем Корякиным и отстоял звание чемпиона мира по шахматам. Норвежец обыграл россиянина со счетом 3-1. За этим событием следили миллионы болельщиков всего мира. Подробности матча обсудили сегодня в ходе видеомоста Москва-Симферополь. Матч между Сергеем Корякиным и Магнусом Карлсеном, который проходил в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября, вызвал широкий общественный резонанс. За финальным тайбреком следили более 6 миллионов человек. Гроссмейстера Сергея Корякина теперь тоже называют чемпионом мира. Правда, в дисциплине шахматная защита, так как до этого норвежца никто не доводил до дополнительного времени. За виртуозную игру в Нью-Йорке его назвали шахматным Гудини. Крымчанин отметил, что шансы за мировую шахматную корону были равны, а матч захватывающим. У меня были очень большие шансы после того, как я выиграл 8-й партии.
После этого в 9-й партии у меня было большое преимущество, и если бы я сумел довести его до победы, то почти наверняка стал бы чемпионом. Но как бы в любом случае после драки кулаками не машут, поэтому как бы в целом все закономерно. Ну а потом, что касается быстрых шахмат, там я, к сожалению, не сумел перестроиться. В конференции приняли участие мама шахматиста и его тренера. По словам Татьяны Корякиной, захватывающий шахматный турнир вовлек в игру даже тех, кто не увлекается шахматами и ранее не следили за этим видом спорта. Мне звонили, говорили, что по ночам смотрят партии. И что это абсолютно удивительно, потому что люди совершенно не спортивные, не азартные. Однако же Сережа смог их вовлечь. Мы очень сильно болели, очень переживали. Но ничего, мы надеемся, что победа будет за нами. Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илимжинов рассказал, что Сергей Корякин достойно выступил на чемпионате мира. Выразил благодарность обоим шахматистам за трехнедельное шахматное шоу. Два молодых человека, вот Сережа и Магнус, на протяжении этих 20 дней смогли приковать внимание миллионов не только любителей шахмат, а сейчас на планете играет более 600 миллионов людей, но и других людей, которые даже и не знакомы с шахматными правилами. В Симферополе уже 3-й год подряд проводят открытый шахматный турнир имени Сергея Корякина, в котором принимает участие около 200 человек. Президент Симферопольской городской шахматной федерации Рустем Эмиров помнит, как Сергей еще 8-летним мальчиком пришел к ним в клуб. Говорит, что дедушка Корякина работал у него на фирме и рассказал о любви внука к шахматам и попросил Рустема Эмирова оценить способности мальчика. Думаю, дай посмотрю, как играет. Начали с ним играть 1-0, 2-0. 6-0. Он меня обыграл в пух и прах. Он тогда уже хорошо играл. В 12 лет стал гроссмейстером. Хороший и талантливый парень. На полуострове ежегодно проводят шахматные турниры имени дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана и Героя России Алими Абдынановой. У нас есть фотографии, где Амитхан Султан играет в шахматы. Он очень увлекался этим видом спорта. В какой бы военной части он не был, везде выигрывал. Наш профессор и поэт Бекир Чубанзаде также хорошо играл в шахматы. Среди крымских татар также немало шахматистов, которые достигли хороших результатов в интеллектуальном виде спорта. Гроссмейстер Ава Сулейманова, международный мастер спорта по шахматам Рамис Кубединов, а также юные шахматисты Февзи Абкадыров и Мустафа Ахтемов. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Сегодня в Крымско-татарской библиотеке имени Гаспринского состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов, людей с ограниченными физическими возможностями. В библиотеку были приглашены учащиеся Симферопольской специальной школы-интернат номер 1 для детей с нарушением зрения. Специалисты библиотеки приготовили для них подарок – мастер-класс по эбру, древней восточной живописи на воде. Дети смогли не только увидеть необычное искусство, но и попробовали создать собственные работы по этой технике. Старшеклассники Симферопольской специальной школы-интернат для детей с нарушением зрения сегодня впервые стали гостями библиотеки имени Гаспринского, где познакомились с древнейшим видом искусства эбру. Именно для них сотрудники библиотеки организовали этот мастер-класс. Со следующего года будет, в общем-то, на нашей базе проходить проект, социально ориентированный проект, который будет называться «Территория равных». Проводим мы этот проект с целью адаптации вот таких ребят к нынешним условиям, к жизни, к трудовой деятельности, чтобы сформировать какие-то у них навыки, творческие способности. Ведь на самом деле они очень творческие. Многие выпускники или воспитанники этого учреждения становятся учащимися студентами нашего Крымского инженерно-педагогического университета, факультета декоративно-прикладного искусства. Продемонстрировал пошаговый процесс рисования мастер Халиде Куртбелялова. На глазах у присутствующих появились картины с необычным сочетанием цветов. Родилось оно на Востоке. Сейчас этим полноценно занимаются в Турции, хотя распространяется по всему миру. Как я уже сказала, здесь оно тоже было во времена Крымского ханства, то есть этим здесь занимались. Юные гости с удовольствием окунулись в волшебный чарующий мир танцующих красок и поучаствовали в создании композиции на воде. Фериде Муртазаева открыла для себя и этот вид искусства. Кроме этого, она вышивает лентами, делает изделия из бисера и рисует. Я рада, что сегодня пришла на мастер-класс. Мне очень понравилось, было очень интересно и познавательно. Мне понравилось самой попробовать в этой технике нарисовать картину. На первый раз, мне кажется, получилось хорошо. Это очень интересно, это как магия такая, завораживает, успокаивает.
Рисунок на водной глади – один из способов расслабиться, отвлечься от суеты, погрузиться в мир цвета и формы. Каждый учащийся получил огромный позитивный заряд и яркие картинки на память, переведенные на бумагу. Диляра Шевкетова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Дети Крыма за мир во всем мире. В городе Саки состоялась тематическая концертная программа «Нам этот мир завещано беречь». Программа прошла в рамках долгосрочного социального проекта «Ради будущего». Дети Крыма продемонстрировали свой протест войне. На мероприятии побывала и наш корреспондент Мамилия Юб. Рожденный под девизом «Дети Крыма во всем мире», проект направлен на возрождение и развитие одного из направлений общественной дипломатии – детской народной дипломатии. Выступление творческих коллективов Симферополя никого не оставило равнодушным. Это буквально детский крик «Мир нет войне». Подобные программы показывают дружбу, они призывают к дружбе народов, к дружбе всего мира, чтобы не было войн. Эти вот маленькие детки на сцене, которые представляют само добро, ангелы добра, делают души наших детей теплее. Это очень важно, очень ценно, чтобы в душе у детей всегда было добро. Все начинается на земле с мира, все начинается в семье с добра. Итак, всем хочу пожелать мира, добра и тепла. Проект призван объединить детей Крыма, России и всего мира во имя сохранения мира и согласия на земле. На концерте также присутствовали представители духовенства. Они отметили, что дети должны объединяться для сохранения мира и согласия на земле, несмотря на национальность и вероисповедание. Я хотел бы сказать, что воспитание молодежи, детей – это очень важно. И сегодняшняя эта программа называется «Мир во всем мире». Чтобы был мир во всем мире, сначала нужно, чтобы этот мир был в семье, а потом между семьями, между народами, между странами. Надо проводить такие мероприятия, я думаю, что будет польза. Организаторы отмечают, что социальный проект набирает обороты. Он прошел в Симферополе, Керчи, Ялте, Гурзуфе и Красноперекопске. В рамках социального проекта «Ради будущего» ангелы добра получили возможность встретиться со своими сверстниками в различных уголках нашего полуострова. Они всем желают добра, мира, процветания и хотят, чтобы все дети Крыма объединялись в одну дружную семью ради светлого будущего нашего полуострова. В этом году завершающее мероприятие состоится в Симферополе 10 декабря под названием «Радуга счастья». Напомним, что проект «Ради будущего» в республике стартовал 22 июня. И первое мероприятие, которое прошло в рамках проекта, это всероссийская акция «Журавлик мира» или «День без выстрела на земле», которая собрала по всему Крыму более 10 тысяч участников. Мавилия Юпадем Исмаилов, телеканал «Миллет». Крымчане привезли золото с международных соревнований по танцевальному спорту. Соревнования «Золото Кубани-2016» собрали более 1500 танцевальных пар из 19 регионов России и 4 стран зарубежья. Кто представлял наш регион на престижном танцевальном конкурсе, знает наш корреспондент Гульнара Каримова. Республику Крым при поддержке Минобразования на этом турнире представляли танцевальные пары Дворца детского и юношеского творчества. Руководитель Евгений Люсунов отметил, крымские ребята достойно выступили и показали хорошие результаты. Наш регион в танцевальном конкурсе представляли 5 пар. Эти ребята разных возрастов от 6 до 18 лет. Понятно, что тот, кто был первым, кто получил кубки и так далее, эмоции, конечно, зашкаливают, потому что это стимул заниматься дальше, это стимул соревноваться, это стимул проводить в танцевальном зале очень много времени и для того, чтобы, конечно, достичь высоких результатов. 12-летняя Селиме Асанова занимается бальными танцами с 6 лет. На соревнованиях «Золото Кубани-2016» она выступила с Александром Тимофеевым в номинации «Спорт высших достижений» и стала призером. Селиме со своим напарником заняла почетное 2-е место. Юная Селиме мечтает в будущем стать хореографом бальных танцев и обучать следующее поколение этому красивому виду спорта. Я была очень рада тому, что мы заняли 2-е место, и то, что вообще мы побывали в Краснодаре на таком большом конкурсе. Родители гордились мной тем, что я заняла 2-е место. Я хочу ездить на такие конкурсы, потому что много пар, и интересно соревноваться.
И еще очень радуешься, когда получаешь хорошие места. Золото Кубани входит в пятерку наиболее значимых соревнований Европы и являются одним из самых главных событий в танцевальном спорте России и зарубежья. Краснодар – это был очень достаточно хороший, большой турнир, на который мне очень понравилось. Там очень много было хороших пар, которые достойно танцевали, которые сложно было очень обойти. Мне понравилось, что там был очень большой конкурс, там было много очень детей, там были большие кубки, большой паркет. Учащиеся Дворца детского и юношеского творчества достойно представили родной город на данных соревнованиях. 5 танцевальных пар стали призерами и привезли 6 кубков. Международные соревнования «Золото Кубани-2016» состоялись в Краснодаре по танцевальному спорту, где участвовали и наши крымчане. На этой неделе они веселые и довольные привезли золото в Крым. И на этом останавливаться не собираются. Но мы им, в свою очередь, желаем успехов. Гульнара Каримова, Умер Мустафаев, телеканал «Милет». Это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Сана Бибулаев. Оставайтесь с телеканалом «Милет». До новых встреч в эфире.